что значит чтить, допустим, своего Бога, да? Это относиться с глубоким уважением и любовью. Но, наверное, я думаю, что здесь нет людей, вы бы не пришли, которые бы не относились с уважением к Богу, а вы потому что здесь, потому что вы уважаете Бога. Вы здесь, потому что вы любите Его. Но вы знаете, я думаю, нет, знаете, как в семье, в браке, когда парень ходил за девушкой, там, он воздыхал, изнемогал и просто хотел в хорошем смысле обладать ей, что она была его женой, и он был ее мужем. И вот наконец он ее добился, она сказала ему да, и потом у них было венчание, они сыграли свадьбу, вот они уже счастливый месяц, ну хотя бы месяц они счастливы. Всегда что-то может происходить через месяц, через 2 или через год, да? Семейной жизни, семейных трений, каких-то вот То же самое, знаешь, в христианской жизни, мы когда приходим к Богу, у нас как бы, все феерично, эйфорично, как бы, знаешь, как говорит молодежь, все фиолетово, как бы, да, и просто все замечательно. Но через какое-то время мы замечаем, что у нас, оказывается, плоть никуда не делась, она, оказывается, на время где-то ее приплющила, где-то она там спряталась, а потом она начинает вылазить. И она и в церкви вылазит, она и в браке вылазит, и вообще и по жизни у нас что-то вылазит. И в наших отношениях с Богом, знаешь, тоже не все так идеально, что знаешь, мы так все в гору как бы идем, как бы, да. Есть какие-то и падения, есть какие-то и моменты в нашей жизни, где нам стыдно за них, и нам приходится каяться. Аминь. Как бы есть такое, да? Поэтому вопрос нашего уважения и любви, это, знаете, это что-то, как всегда, поддерживать в тонусе. Это всегда нужно проверять. На самом деле, моя любовь, она все еще горит. Моя любовь все еще горит к моей жене, к моим детям. Моя любовь все еще горит к единству с моими братьями и сестрами. Моя любовь все еще та же, как я влюбился первой любовью в моего Спасителя. Знаете, есть такое выражение, там, я верующий в Бога, да, я верю. Знаете, даже сегодня, когда я стоял, мы стояли вот во время прославления, и это вынужденная мера, как бы, да. Ну, отчасти, знаете, потому что я публичное лицо, меня сейчас будут снимать, я как бы пастор, я без документов могу действовать в тех или иных ситуациях, как бы, вот. Когда будем уверены, что вот это лучше снять и снимем, тогда не вопрос. Знаете, потому что, если меня лично касаться по улице, я не хожу вот так вот. Но, когда здесь есть мера, знаете, это не вопрос как бы неверия. Ну, пусть даже, может быть, какая-то мера как бы неверия. Знаете, и только я вспомнил, когда мы были вот в поклонении, в прославлении, одного служителя, по-моему, если не ошибаюсь, его звали, потому что его уже нету, Джон Джилей, и он где-то был, он сам в Южной Африке, и где-то была какая-то эпидемия, и он помогал больным, и он не заболевал, там был какой-то страшный вирус. И когда врачи его проверяли, то обнаружили, что вирус, вот эти клетки вируса, они умирают прямо у него на руках. И знаете, есть такое, я почти сам себе спросил, себя, может быть, вы себя спрашиваете, неужели мы не можем верить вот так же? Но верить, как Джон Джилей, чтобы вот нам не бояться масок, как вы знаете, там, чтобы все эти вирусы умирали, как бы, и далее. Знаете, проблема не в том, как мы верим. Я думаю, что вот здесь сейчас неверующих людей нет. Здесь все верующие. Даже те, кто, если бы сегодня были бы атеисты, если бы они были здесь, у них какая-то мера веры, то есть они были бы здесь, потому что, у них вопросы какие-то есть. Мне сегодня нравится, когда люди говорят, я не воинствующий атеист. Ну ладно, это другая история. Воинствующий, не воинствующий. Смотрите, вопрос не в том, верю ли я, да? Библия говорит, даже бесы веруют. Бесы веруют. Вы знаете, что бесы веруют в Бога? Вера, в смысле, не то, что они ему поклоняются, они там, у них там нет, они знают, что есть Творец, и Он, как написано в Писании, Он, сатану и всех его приспешников, они будут брошены в озеро огненное. То есть они знают это, и они трепещут, поэтому они сражаются, они хотят оттянуть все это, они хотят с собой увлечь творение Божие, то есть каждого мужчину, женщину, ребенка, то есть каждого человека. Поэтому, знаете, вопрос, когда будут умирать вирусы на наших руках, и нам не нужно будет там быть в масках или еще что-то. Я сейчас не говорю, знаете, разночтение там, то, что власти говорят, как нам поступать или еще что-то. Нам не нужно бояться, но нам нужна и мудрость. Как один брат сказал, Бог нам дал веру, но и мозги не отнял. Слава Богу. Знаете, это не вопрос, почему мы не можем верить так,
чтобы вот как у Джон Джи Лейка. Потому что Джон Джи Лейк верил в Бога, но он еще и ходил с Богом. Вот когда мы будем ходить с Богом, примерно как Иисус ходил, как Джон Джи Лейк ходил, как другие мужи Божьи, которые имели веру Божью, не веру в Бога, а веру Божью. Вот тогда мы перчатки сорвем, и без масок будем, и даже если нас будут гнать, тогда и зала нам не дадут, мы все равно останемся храмом, мы все равно останемся церковью. Аминь? Аминь. Но вот откуда мы будем черпать вот эту силу, вот это упование, вот это посвящение, вот это, знаете, неотступность, а прямо вот здесь. Люди, чтущие своего Бога. Псалом 2.12. Сейчас просто немножко так ускоримся в Писании. Достаточно есть Писание. Псалом 2.12. И я буду давать еще некоторые переводы некоторых Писаний. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Опять акцент на первой части вот здесь, да, почтите сына. Не будем все разбирать. Но хотя, смотрите, интересно, да, Псалмы, это Ветхий Завет говорит, что если вы не выкажете, не дадите достойное уважение и любовь сыну, и мы понимаем, о каком сыне идет речь, да, о Сыне Божьем, то есть об Иисусе Христе, то он может уничтожить в гневе. О ком и о чем здесь говорится, ну, конечно, мы можем рассуждать и думать, что это говорится о неверующих, говорится о язычниках, как христиане любят говорить, о язычниках говорить халдеи, вообще не любят это слово. Вот, и некоторых христиан хочется немножко к стопкостью подпнуть, чтобы они себя не потеряли, знаете, как-то особо. Ну, знаете, пару переводов, которые, я даже не буду прям прочитывать все, а вот это именно кусочек, да, почтите сына, что это значит в других переводах, в других трактованиях, да, всю вашу веру в Сына Божьего явите, говорит один перевод. То есть не просто знание, не просто информативно, да, я пришел, потому что я не против христианства, я даже сам христианин, как бы, да, знаете, христианин христианину рознь. Один христианин просто, как бы, по крайней мере, не против, что Бог есть и верит в Иисуса Христа, но может позволять себе какие-то вещи в жизни. Есть масса христиан, которые позволяют себе и покурить, и выпить. И какие-то вещи, какие-то моменты в своей жизни. То есть это уровень их, как бы, знаний, знаете, уровень, как бы, их образованности, что ли, там. Я имею в виду образованность не в смысле образования, да, а уровень, насколько он поднялся в Боге. Насколько он позволил, насколько он разрешил Богу, что ли, как бы, знаете, войти в жизнь. Но продолжение там, да, помните, да, что Бог может прогневаться на то, когда человек позиционирует себя христианином, говорит, даже может в собрание ходить, но живет как христианской жизнью, помимо воскресного богослужения. Другой перевод этого же начала звучит так. Целуйте сына, чтобы он не разгневался. Интересно, да? Сразу вам что вспомнилось, да? Один целовальщик. Помните одного, да, Иуда? Он целовал сына. Не знаю, может быть, нас... Я не знаю вообще, зачем он целовал. Но вообще в Израиле была культура такая, приветствия, да, близости. То есть люди, когда не были близки, а тем более, знаете, язычник не был доступен к телу израильтянина или иудея. И знаешь, не каждый израильтянин мог подпустить другого. Были разные колена. А знаете, сегодня в Израиле есть много светских евреев. Целование, это было, знаете, это семейственность. Это очень близко. Сегодня в исламе, как мусульмане, у них это семейная, это уже семейная традиция, просто стерлась, как бы, да, смешанная, как бы, с религией, но там это было, это подчеркивание, что я очень близко, я подпускаю тебя очень близко. Ты знаешь, сегодня целоваться, да? Так вот, целование это глубокое уважение, это глубокая интимная близость, куда подпускает, знаете, как сказать, убирает какие-то зоны там комфорта, что-то. Я доверяю тебе свою жизнь и далее, далее. Так вот, явить всю веру и целуйте сына, чтобы он не разгневался. Это примерно как, знаете, сегодня, наверное, мы попытаемся перевести на наш лад, на современный, да, а для нас что это сегодня? Как нам жить, как нам поступать? Хотя это вот все из Писания. Знаете, современный лад, это значит какое-то новое прочтение, это все тоже, чтобы, ну, просто чтобы было понятно, да? Мы не старославянским и не синодальным переводом. Псалом 49, 23 стих. То есть это вот когда планка, она немножко начинает, или не немножко даже, может, немножко начинает повышаться в части того, что
Чтить Бога, что это значит? Это не просто, знаете, вот поверхностное такое выказывание, да, вот я пришел на собрание, начал я чту Бога. Мы специально не стали сегодня, как по обычаю, мы по обыкновению, по традиции, прославления, потом еще прославление, объявление, потом мы собираем пожертвования, мы будем делать это в конце. Не потому, что мы в зуме так уже привыкли делать, то есть в конце подключали слово в приоритете, но, что вы знаете, это один из элементов, и мы это увидим. Наше отношение с Богом в сфере финансов, даяние, жертва или десятина, это тоже часть почтения Бога. Это не потому, что в церкви так сказали. Это потому, что вопрос щедрости. Это вопрос послушания, это вопрос откровения свыше. Но об этом чуть позже. Мы идем в то, что касается наших отношений. Псалом 49:23. Кто приносит в жертву хвалу, хотя вы знаете, вот я специально не стал брать, как вы знаете, другие места Писания. На самом деле, иудейское, как вы знаете, верование, ну не в смысле, как знаете, как что-то отдельное, библейское, иудейское это библейское верование, да? Потому что здесь Ветхий Завет, он посвящен вот, иудеям, Израилю, как бы, да, потому что Бог давал им слово, он давал закон, и все остальное было построено на жертве. На жертве, которые они должны были приносить там, за грехи, мирные жертвы, жертвы посвящения и далее. Но в одном месте у меня всего нету, где говорится, Бог, не жертвы, милости хочу. То есть, знаете, милость это не исключает жертву. Милость это наивысший уровень жертвы. Потому что милость это когда ты не делаешь, потому что написано, ты пришел, есть какая-то квота, тебе нужно заплатить в госуслугах, тогда вот только ты получишь какие-то решения вопросов через госуслуги. Нет, милость это когда тебя никто не заставляет. И ты в принципе можешь вообще этого не делать. Но внутри что-то тебя стимулирует и говорит тебе, это угодно мне. Фактически это так работает. Когда то, что угодно, знаешь, вообще вся наша жизнь должна быть то, что угодно Богу. Когда мы что-то делаем, идем кому-то служить, отвлекаемся с какой-то помощью, приходим в собрание, собираемся где-то вместе, мы слышим от Духа, это угодно мне. И не всегда, знаешь, ты можешь услышать про это угодно, когда ты уже это сделал, как бы, и Бог как бы хочет тебя поговорить. Это угодно, когда это жертва послушания твоего. И поэтому Псалом 49, он акцентирует не на том, о том, что мы могли бы сделать, знаете, материальное, потому что здесь говорится о жертве сердца. Потому что если нет, Иуда целовал, но это не была жертва любви. Можно приходить в храм, люди приходили в храм, приносили жертвы. Но это не были жертвы от сердца, это были жертвы традиции, это были жертвы закона. Внешнего закона, который их заставлял, как бы или обязывал. Но есть другой закон, который написан в нашем сердце, на скрижалях нашего сердца. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, то есть выказывает любовь, выказывает уважение. И тогда, смотри, это взаимосвязано. Ты не можешь, знаешь, ходить путями Божьими, не сбиваться. Скорее всего, я думаю, очень часто, когда мы сбиваемся с путей, это когда мы начинаем ходить сами, как хотим. Знаешь, чтить Бога, это не только, знаете, как вот, в истории такое было, вы там смотрели какие-то фильмы, там, 18 век, там, 17, 16 и далее. Мне особенно не то, что нравится, что-то вспомнил, знаете, Д'Артаньян 3 мушкетера, там, когда все знатные дамы, там, да, или, как сказать, не только мушкетеры, как бы, кто это там, дворяне, да, они должны были перед его величеством, перед королем снимать шляпу и делать какой-то реверанс. Знаете, мы можем сегодня приходить в церковь и делать реверансы прославлением, там, пением, игрой или еще что-то. Но стоит вопрос не к левитам. К левитам-то их отдельно. К служителям отдельно, но каждому из нас, как детям Божьим, мы на самом деле в нашем сердце даем реверансы Богу. Эти духовные реверансы. И знаешь, не те реверансы, где мы приходим в собрание святых. Легко делать реверансы Богу, поднимать руки, петь Ему, аплодировать, как есть у нас, да, или что-то еще делать, какие-то действия, которые как бы показывают нашу принадлежность Богу, привязанность, как бы выказывание любви. Знаешь, покажи свою любовь там, где ты утром просыпаешься на постели. Там, где ты встаешь, когда идешь умываться, идешь в душ, идешь готовить, начинаешь со своими детьми, с близкими, с родными, на работе. Кто приносит жертву хвалу, тот сможет наблюдать за путем своим. Тому явлю я спасение Божие. Наше почтение
это на самом деле наш компас. Наше почтение к Богу это компас нашего спасения. Знаете, как показатель. То есть, можно сказать так же, нет, а я люблю я тебя, как бы, да, там, или как-то такое. Где цветы? Ну, дарил же тебе там, да, старая какая-то история, старая притча. Или на самом деле думать, что-то делать, размышлять в течение дня. И не только, знаешь, на 8 марта. А вот когда дух тебя навеял, как бы, ну, может быть, да, где-то это, особенно, когда все хорошо, как бы трудно думается, что надо как-то проявлять. Но где-то вот чуть-чуть, там, настроение, может, твое там, любимый, твой любимый, или еще что-то. И ты там, не знаю, там, с конфеткой, с шоколадкой, с ромашкой там. Но нет у тебя денег на букет цветов. Ромашку сорви, найти. Полевые цветы, знаете, так, просто примерно вспомнилось, мы когда были в Швеции, это было в славные времена, когда еще мы могли пересекать границу. В этом году хотели поехать, не получилось. Но вот это было такое, как вы знаете, такая дата нашего совместной. А я думаю, в Швеции быть, я не знаю, куда ехать, где цветы покупать, как бы. Да еще рано утром, где что, заранее как. У меня одна идея была, мы жили, там частный сектор, знаете, дома у людей, так, один дом, следующий дом, там где-то аж это, ну, такие поля, там много свободы, и много чего дикого растет. Я пораньше себя разбудил из дома, тихо-тихо вышел. И знаете, мне даже было неудобно вообще в Европе, можно рвать вот так вот, не застукали, взорвать, чтобы, знаешь, не оштрафовали. Но, слава Богу, это была где-то вот такая вот зона за городом, дома, которые далеко, там вроде никто не этот. Я как мог нарвал там как можно гуще там зелени, из цветочков. Для меня это было, знаете, даже как-то немножко неудобно, некомфортно, как бы. Вот магазины, они были красивые, может быть, были, там как-то, знаете, букет собранный был. А здесь я просто нарвал. Я даже не помню, во что я там искал, куда поместить, как бы, чтобы не хозяев не разбудить рано утром. И я потом спрашивал, как бы, супруги, ну как тебе, приятно? Вроде говорил, что вроде бы приятно. Вот. Но знаете, вот для Бога иногда, может быть, проще, когда ты там, я не знаю даже, как бы, с чем сравнить. Может быть, у тебя не было прям идеально такой. Я сегодня думал, как мне одеться, потому что мы иногда позволяем себе форму такую, знаете, достаточно демократичную, рубаха сверху, футболка, там джинсы, как бы, ну, опрятная одежда. Ну, сегодня первый день, надо выглядеть. Даже недавно я нашел вот эту штучку там, колорадка называется, да, и как священник хотя бы для первого дня, да, для первых съемок, когда мы вышли. Но дело не в том, как мы одеты. Ты можешь постараться более-менее, чтобы тебе приятно пахло. Знаешь, Бог-то благоухает не каким-то ты парфюмом в ритуале купил, побрызгался, да? Это для соседа твоего, как бы для тебя. А Бог благоухает твоего сердца. Жертву хвалы твоего сердца. Аминь. И тогда в этом есть, как наше сочетание твоего спасения. Ты в правильном направлении твоего спасения, по крайней мере. Не все идеально в твоей жизни, но ты в правильном направлении. Притча 3 глава 9 стих. Это вот как раз ближе к тому, что мы говорили о материальном, но прежде духовное. Притча 3:9. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Или другой перевод говорит, воздавай почести Господу по своему богатству, дай ему лучшее, что имеешь. Библия нисколько не умаляет, что может Богу служить всем, кто у нас есть, в том числе и имением. Аминь. Но делать это от сердца. Это жертва, прежде всего, твоего сердца, твоей души. Исайя 29:13. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, а языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение предо мной есть изучение заповедей человеческих. Исайя 29:13. Я могу стих правильно сказал? Исайя 29:13, и я вам сразу прям прочту другой перевод. Владыка мой говорит, эти люди утверждают, что любят меня, они оказывают мне честь на словах, но сердца их далеки от меня. То есть нет этой жертвы. И почитание их не что иное, как простые человеческие правила, которые они запомнили. И легко запомнить, что люди, значит, когда человек приходит первый раз в собрание верующих, он не знает, как себя вести, он руки поднял, что-то не делает, а что не запланировали, концерт что ли, да, или... А еще если они начали танцевать, о, это вообще странно, это не только для православных стран, для кого-то, да. Но вот у нас такая какая-то традиция, такая привычка, вот такое как бы проявление, как бы, да, но даже это может стать формой, без содержания. Знаешь, можно любить жену и детей
формой без содержания. Ты вид как бы делаешь, у тебя уже на стороне там интрижки, романы или еще что-то, ты вроде не хочешь как бы обидеть, как бы ты уже давно обидел сам себя и уже давно пустил эту обиду и печаль в свою семью. Знаете, как когда мы учим о браке семьи, мы говорим, что когда происходит измена, допустим, первая измена, она, во-первых, не происходит на ровном месте, ей причина есть. А даже если человек не узнал об измене, это все равно витает в воздухе, это чувствуется. Что-то не то, что-то поменялось во взглядах, в отношениях, в прикосновениях. Знаешь, то же самое с Богом. Если у нас уже наше состояние жизни не та жертвенность, не то посвящение, мы можем приходить на собрание, и даже руки, наверное, можем поднимать, и вид можем делать. Но он говорит, что Владыка все видит, и все, что он видит, он сердцеведец. Он видит не то, что его радует, он видит не то, что... Люди, чтущие Бога, знаете, там то место Писания, которое ключевое, с чего мы начали, да, Даниила 11:32, что люди, чтущие Бога, они усилятся и будут действовать. Я, наверное, могу спросить в самом начале, хотели бы вы, не знаю, в своей жизни больше Бога, там, знаете, вот того, что мы говорили, что там и вирусы умирали, не знаю, не так радикально, что-нибудь, да, прорыв там, как бы, да, больше Божьего действия там, чтобы, да, люди вокруг вас могли приходить к Богу, видя что-то. Но это определенные, да, действия, это определенные действия Бога, не наши. Но Бог не может действовать там, где ему не дали место прежде всего. Мы можем формой как бы показать, что мы верующие. Мы можем даже сказать, что мы христиане. Но знаешь, вопрос, христиане ли мы, и сколько Христа в нас, это не одно и то же. Малахия 1 глава 6 стиха. Малахия 1:6. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, что мы бесславим имя твое. Сразу ремарочка. Если мы читаем о священниках, это не значит, что это относится сегодня только к пасторам и только к служителям полного времени. Мы в Новом Завете все священники Бога живого. Мы все священнодействуем тем или иным образом. Если ты не проповедуешь за кафедрой, ты священник для своей семьи, ты священник на своей работе, ты представитель Бога. Если что, он как-то заявил, что ты христианин, все, на тебя будут смотреть, и тебя будут подначивать, тебя будут потом как-то выйти из себя или еще что-то, что и дьявол будет за этим стоять. Но то, насколько Бог в твоей жизни, они будут проверять. И до конца твоих дней. Поэтому, если, знаешь, твои соседи каким-то образом знают, что ты христианин, там ты календарь христианский вывесил, венок или еще что-то, но в твоем доме ругань, там посуда бьется, там ты с мужем не можешь не совладать, как бы найти точки соприкосновения, да, там дети там у тебя ходят, как по лезвию ножа или еще что-то, да, на работе ты такой там конфликтный человек, не миротворец, такой, знаешь, не сглаживающий углы, то наше христианство представляется нами как в нашем поведении, то, как мы себя ведем, не так, как когда мы приходим в церковь. Поэтому, когда Бог говорит о благоговении, другое слово здесь, так я перевод я не взял, сейчас я вспомню его или нет, но, знаете, оно такое более по смыслу, не просто уважение, а некий страх. Боимся ли мы на самом деле Бога? Не в смысле, знаете, что боимся, что Он накажет нас. Боимся мы ли сделать так, чтобы, знаете, как вот, мы не знаем, какая конфета внутри обертки, да? Часто срабатывает вот обертка, реклама, это красивая реклама, красивая обертка, мы покупаем что-то, берем в рот, начинаем жевать, и потом, фу, что я купил вообще? Сработала реклама. Знаешь, конечно, что мы не всегда бываем хорошей рекламой, но суть-то Бога, она всегда хороша, Бог благой. Но иногда мы своим поведением, своими поступками, своими действиями, своей жизнью, мы можем, грубо говоря, сказать, дать плохую рекламу Богу. Показать его неприглядным, не с той стороны, как он не является. Потому что если мы говорим христиане, мы даже просто христиане, знаете, мы ученики, мы дети Божьи. И вот как дети Божьи мы на самом деле живем ли как Бог? Как Он и призывает, и ожидает, достойно. Петра написано, будьте святы, как я свят. Там, если Писания нет, будьте святы, как я свят.
Но наша святость, знаете, святость это дорогого стоит, это иногда как раз нам нужно силу употребить. Нет. Это просто выказать ему должное уважение, и уважение то, что ты живешь, поступаешь так, как ему угодно, как его радует. Может быть, есть какая-то мера цены, какого-то отделения от чего-то греховного, но ты не от греховного отделяешься. Знаете, когда мы начинаем грешить, и когда греховное к нам приближается, когда мы взгляд с Бога теряем. Как только мы потеряли взгляд со Слова Божьего, с Духа, с Бога, с церкви, с братьев, с общения, сразу что-нибудь вползет в наш разум, в наши мысли, и уже жертвовать не хочется временем там, читать, молиться или еще что-то. Поэтому фактически он говорит, когда вы, то есть почтение уходит, сейчас вы увидите, да? Давайте пойдем, Иоанна 5:23. Это уже сам Иисус говорит. Иоанна 5:23. Дабы вы чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Или другими словами, кто не уважает Сына, тот не уважает Отца. Если мы говорим, я верю в Бога, я люблю Бога, и далее, это все должно подтверждаться тем, что если я уважаю Сына, я чту Его. Что значит чтить Сына? Это чтить все, что Он сказал в Своем Слове. И давайте будем честными, у нас не всегда это получается. Ну, по крайней мере, не всегда хорошо получается. Но если у нас есть хотя бы стремление, чтобы это получалось, ну мы, по крайней мере, правильно, знаешь, если, может быть, ты не можешь уже идти, ты даже не можешь ползти вот, в ту сторону, где Бог, но хотя бы ляжь в правильном направлении и лежи, не сдавайся, да, чтобы тебя обратно не унесло. Знаете, как говорят, быки, они вот такие валы, там, на Западе, я не знаю, наши яки так делают, когда, говорят, они идут куда-то, и сильные, там, сильная буря, сильный ветер, когда они просто упираются рогами в землю, чтобы просто устоять. Их там заметает снегом, но не сдвигаться. Значит, нам нужно иногда вгрызться просто в Бога, в Его Слово, да, иногда трудно. Вот тогда мы как церковь, где-то ободряем друг друга вместе, но хотя бы одно место Писания, хотя бы одно слово, которое бы тебя ободрило на сегодня, за которое ты мог бы взяться. И в этом есть почтение Слову, в этом есть почтение Сыну. И в этом есть тогда путь твоего спасения, потому что если ты на пути почтения Сына, то Отец будет на твоей стороне. Отец будет за тебя. Притча 14:31. Есть даже, знаете, такой вот момент, прочитаем. Кто теснит бедного, тот хвалит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающимся. Знаешь, когда в твоей жизни есть щедрость, будь то в храме, будь то просто вот людям помогать, поддержать, откликнуться, да, это значит, твое сердце, оно это термометр, как сказать, не термометр, датчики твоего сердца, они воспринимают Божью волну. То есть тот, кто не реагирует на то, где Бог вкладывает в его сердце что-то, какую-то щедрость, какие-то, вот, знаете, Божьи добрые дела через тебя, то, возможно, он живет на какой-то своей планете, на какой-то типа своей христианской, в кавычках, планете, со своими какими-то христианскими взглядами. Это один из барометров. Служение также церкви — это служить и поддерживать тех, кто нуждается. Ты можешь это делать, можешь делать это в церкви, мы можем делать это лично, но в этом также ты чтишь Божье Слово, оно работает через тебя, и так строится Царство Божие. Исход 20:12. Исход 20:12, у меня почему-то, наоборот, нету оригинального синодального перевода, у меня уже перевод этот, у меня уже с переводом, да? Там говорится о том, чтобы мы почитали отца и мать, это одна из заповедей. Но у меня, кстати, как это в переводе читается, да? Вы можете у себя в синодальном, в переводе звучит так. Это отношение, то есть это да, почитайте, потому что это то же самое коренное, да, чтущие Бога, чтить, почитать. Это отношение, относиться с честью, с должным повиновением, любезностью к отцу и к матери, чтобы твои дети, это вот та заповедь с обетованием. Смотрите, если Бог говорит о таком отношении, относиться с особой честью к родителям, с должным повиновением, с любезностью, каком-то, да, показать честь, это дать целование сыну, да, дать вот это вот, показать его, не просто, знаете, как Иуда, да, но насколько тогда выше в нашем сердце нужно культивировать это отношение к Богу. Есть много, что пытается захватить наше сердце. Разное внимание, любовь мужа, любовь жены, детей, государство пытается где-то, да, что-то там, просто твое вообще, просто даже внимание, и там где-то и сердце там
за патриотизм или еще что-то. Да, аминь, всему есть то место, если оно вообще имеет место быть. Но номер один место в наше сердце, как у верующих детей Божьих, это Иисус Христос. И это не в смысле просто, знаете, как лозунг. Иисус Христос. Наше все. Наше все будет проверено. В тех трудных ситуациях, в моменты, когда мы будем в нашей жизни встречать эти трудности. На самом деле Он наше все. Когда самолет будет трясти в турбулентности, когда здоровье будет атаковано, когда брак, возможно, будет атакован. Матфея 16 глава. Я ближе уже к завершению. Матфея 16 глава. Пока вы открываете, я глотну. Матфея 16 глава, с 13 по 16 стих. Придя в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня? Знаете, слово почитают имеет двоякий смысл. Почитают, то есть связано с почтением, да, то есть с уважением, с выражением чего-то. Или почитают, то есть, как знаете, какая-то мера. То есть в какой, как бы, они меня ярлычок ставят, да, как бы, кто я для них. Но это и то, и другое имеет смысл. Потому что, знаете, сегодня люди могут выражать уважение или почитать кого-то из-за того, как они приняли кого-то для себя. Знаете, есть такое выражение, да, встретили по одежке, проводили по уму. То есть сегодня хочешь, не хочешь, да, то есть есть люди, кого безоговорочно, вот они там первые лица государства там, или еще что-то, они важны, там, они бизнесмены, там, они там такие открытия сделали, ученые. И вот Иисус, Он спрашивает, а за кого принимают, да, кто я для них? За кого почитают меня Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. То есть, не знаю, в прямом смысле они так это, да, или по образу, в смысле, как бы вот ты похож на это, да, вот у тебя вот такие признаки, вот такие проявления. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Знаете, иногда, когда человеку дают какие-то такие, не обвинения, в смысле, говорят, ой, мы-то думали ты это, а ты вот это, как бы, да, или начинают просто относиться немножко как бы негативно, или что-то говорить. Есть такое высказывание, вы за кого меня принимаете? Это как бы несогласие, как бы, да, что это вы обо мне думаете, да? То есть, как бы люди подумали, ярлык повесили, как бы человек, вы за кого меня считаете вообще, я что, как бы, тут? И какое-то потом может быть объяснение того, что я не согласен, что вы обо мне думаете. И Иисус примерно, как бы, не с таким, как бы, знаете, Он не согласен, он просто хочет у них, понимают ли они для себя, кто Он. То есть они пошли за Ним, и Он хочет фактически как бы просканировать, чтобы они сами просканировали свою веру. Вы хоть понимаете, кто я? Вы понимаете, куда вы идете? Вы понимаете, на что вы идете, когда вы идете за мной? Это то же самое мы, когда мы делаем свой выбор, мы должны понимать, мне следует дальше идти вообще по христианам. Знаете, есть люди, о которых узнали, что они стали в церковь, какие христиане. Ой, да ты отбился от нашей национальной религии, ты от веры отцов отбился, и начинаются какие-то, знаете, вначале там оговорки, приговорки, потом прессинг, потом на работе могут какие-то санкции. Буквально вот, смотрите, прочитаете из переводов, да, Иисус спрашивает, а вы кем считаете меня? То есть, кто я для вас, спросил Иисус? Говорит им, вы за кого принимаете меня? То есть, кто я для вас? Смотрите, для нас Иисус со временем, знаете, может стать, да, Он наш Спаситель, но даже, знаете, Спаситель может стать такой добрый, любящий Спаситель, Он наш спас, мы празднуем Рождество, мы празднуем Пасху, все замечательно. Но Он не только Спаситель. Знаете, некоторые даже про Бога, Бог наш папочка, Авочка, или еще что-то. Да, Он папочка, но Он и грозный Бог. И некоторые, знаете, делят так, Бог Ветхого Завета. Я сам помню, моя первая проповедь, на которую меня выпустили в церковь, была в Хабаровске. Я мало знал Писания, было мало братьев, надо было кому-то проповедовать. И у меня сложилась такая картина, я Библию читал там, я не знаю, там, сколько я ее прочитал, но как-то за то короткое время, там, за месяц, как я уверовал, сложилась такая картина, Бог Ветхого Завета, Он такой строгий, Он такой там доставалось, а вот Бог Нового Завета, Он такой добрый, такой любящий, вот Иисус, как бы, да, Сына Своего отдал. Ребята, не работает так. Бог, Он как был любящим в Ветхом Завете и строгий, так Он и был. Он как в Новом Завете, но в Новом Завете, вот в том-то и парадокс, что Его любовь ей еще сильнее стала. Потому что Он отдал Сына Своего, и строгость стала еще сильнее.
Потому что если в законах было, ты просто посмотри, если то есть, ты имеешь с женщиной какую-то связь, и тебя забьют камнями, потому что есть грех. Иисус сказал, только посмотришь с вожделением. Он, конечно, не сказал про камни, потому что там наказание уже в вечности, а не просто вот на земле. Ты просто посмотришь даже. То есть закон, он приобрел другой уровень на самом деле. Это не просто законный дан людям, это люди как бы во Христе входят в новый духовный закон жизни. То есть они живут в обетовании, они живут во славу Божию, но и отвечают в своей жизни соответственно. И поэтому вопрос почтения Бога, люди, чтущие Бога, это не просто книга Даниила. Люди, чтущие Бога, это вопрос нашего, знаешь, как самоиспытания, самопроверки. Периодически где-то, возможно, даже каждый день, возможно, даже какие-то мгновения, что я сейчас в правильном направлении иду, не то чтобы иду, еду, да, я вообще в правильном сейчас направлении мысли. Сейчас ход моих мыслей. И тогда он говорит, и сказал он им это в другом переводе, в современном переводе, а что вы говорите, кто я такой? Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть, знаете, ты Христос, это не просто, знаете, привычка уже, Иисус Христос. У многих это целыми конфессиями привычка. И у протестантов это может быть привычкой. Но это не должно быть, знаете, привычкой, если для тебя жена она одна, и сколько бы ни было вокруг других красивых, женщин прекрасных, замечательных, есть только одна, с которой Бог тебя сочетал. Это то же самое, Бог сочетал тебя с Иисусом Христом однажды. Нет других богов, нет других идей. Есть только Он. И есть Дух Святой, который живет в твоем сердце, чтобы говорить тебе. И только тогда, когда мы не захотим слышать, или будем слышать какие-то другие мнения, взгляды, идеи по поводу, как верить в Бога, что делать? Это не вопрос о том, что ты пришел на проповедь, послушать, и вот проповедь тебя не изменит, тебя изменит Дух Святой, действующий в твоей жизни. Проповедь лишь в том, чтобы помочь, поднаправить тебя, не сбиться с курса, а курс это Дух Святой, и это Слово Божье. Аминь. Потому что Он Христос, Сын Бога Живого. И тут стоит вопрос, люди, чтущие Бога, это те, в которых Бог, Он живой. Это Христос, который Сын Бога Живого, и Он представляет Бога. Кто чтит Сына, тот чтит и Отца. Кто принял Сына, тот принял и Отца. Ты хочешь, чтобы Бог больше, знаешь, как, давай этот пример я в самом начале, да, как Джон Джи Лейк, что вирусы просто не имели, они просто растворялись, и это естественная сила была, растворялись на его теле. Это не потому, что его вера была велика, она что такая маленькая, и когда ты дотянешься до Джон Джи Лейка, Иисус сказал, что будет и большая вера. И вопрос не в том, твоя вера, она настолько большая, настолько ты больше, ты и я мы будем ходить с Богом. И настолько сегодня, насколько чего-то у нас нет, не хватает, в смысле, не в смысле, чтобы у нас чего-то не хватало материального, да, а в смысле больше силы Божьей, больше радости, больше мира, больше веры. Это все, что нужно. Давай просто ходить с Богом. Я хочу тебе сказать, чтить Бога это равно ходить с Богом. Чтить Его это ходить за Ним. Вот где было потеряно почтение, когда Адам и Ева, они свое внимание чему-то другому уделили, второстепенному, вторичному. Бог сегодня хочет всего твоего внимания. Бог хочет всего твоего здоровья. Бог хочет твоего сердца, твоей радости. Не в смысле, что Он хочет собрать твое сердце. Он хочет, чтобы в тебе было больше Его радости, больше Его жизни, больше Его полноты. Но все, что нужно, знаете, как когда Бог вышел, потерял Адама. Адам, ты где? А Адам спрятался. Он там, что-то закрывает какие-то свои корявые вещи. Бог хочет быть с тобой, и тогда Его будет больше. Аминь. И вот давайте чем закончим. На самом деле Новый Завет, он удивляет периодически. Да? Еще раз почитаем Ефесянам 6.2. Это вот параллельно мы читали про отца и мать. Про почтение отца и матери, извините, про родителей, да? Ефесянам 6.2. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Вот это слово «почитай» в современном переводе – это честь, то есть уважение и стоимость как драгоценная. Драгоценная стоимость.
То есть чтить Бога, если бы, я не знаю, ты искал, вот, знаете, есть люди, которые кладоискатели. Они ищут клады, они полагают целые состояния, чтобы найти клады. Но они не глупые, знаете, чтобы найти. Ну, есть люди, которые эти, как их называют, филантропы, или как бы, да, они вот занимаются, они богаты сами по себе, и они покупают какие-то картины, там, возвращают нашу страну, бывшие соотечественники там где-то находят какие-то картины, там, во время войны немцы, они вот там во Франциях, на аукционах, там, в Англии, в Собисах скупают, возвращают, когда они помнят Россию, любят ее, которая была, как бы, это их родина. Есть такие, да, но есть те, которые не то чтобы, знаете, полагают вот, найти какую-то антикварную вещь и просто вот ее, как бы, знаешь, они целое состояние вкладывают в то, чтобы получить прибыль там в 5, в 10, в 100 раз больше. Наш Бог это не просто, знаете, какой-то антикварная вещичка, что мы ее нашли, и мы, да, это драгоценно. Это, знаете, вчера я слышал проповедь, на громко включил дома, мне нравится этот служитель, он очень такой радикальный, неординарный, и он так сказал фразу такую, что, ну, возможно, я не слышал, как бы, прямо 100% где-то, но, скорее всего, так и наша Вселенная, там ученые нашли, доказали, что наша Вселенная со скоростью света, она расширяется. То есть каждую секунду, там, скорость света, там, 300 километров, там, это, да, или сколько там, секунду, или, в общем, вот на то, как это вот, математически, там, физически, да, происходит, наша Вселенная, она расширяется. Ученые это доказали. Куда, они сами не понимают, но они знают, что она расширяется. А Библия говорит, что вся Вселенная, она на ладони Бога. То есть Вселенная расширяется, а она и все еще остается на ладони Бога, никуда не девается. Это трудно, может быть, для ума, но, по крайней мере, насколько это невероятно дорого, высоко, ценно, я не знаю, какие слова там можно было вместить, что насколько для Бога было ценно найти тебя и меня, послать своего Сына, который умер за тебя и за меня, чтобы мы все пришли к Нему, как к Отцу. Это такая драгоценность. Уж если, возвращаясь, да, Бог говорит о том, насколько это ценно, чтобы мы относились, потому что это Царство Божие, это Его законы, это невероятные вещи, которые Бог заложил, и мы что-то уже поняли, что-то еще доходим, что как важно иметь правильное отношение в тех вещах, которые Бог сказал, допустим, как к родителям, да, даже если с ними трудно, даже если с ними тяжело, даже они пожилые, даже у них уже немножко какой-то там маразм накатывает или еще что-то, но они все еще твои родители. И ты, насколько у тебя есть силы, возможности, ты можешь их проявлять. Пусть не материальную, но хотя бы любовь, ментальную какую-то, да, души своей, что-то преодолевая даже в себе. И то же самое, примерно, я мечтаю, сам Бог говорит о своем Сыне, и я закончу Евреям 10:29. Мы должны разбираться с нашим сердцем и позволить Духу Святому, все ли с моим сердцем относительно того, что я иду за Богом. Мое хождение, оно достойно, оно стремится хотя бы быть достойным. Я хочу держаться этих путей, да. Вот такие мысли, это работа, это борьба духа и плоти. Почему? Потому что, смотрите, мы говорим Новый Завет, завет любви. Да, это завет любви, но любви, которая спросит, то сколько тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Знаете, мы можем попирать то, что сделал Иисус на кресте, иногда даже не понимая этого. Нашим каким-то поведением, нашими поступками, нашей какой-то лояльностью к каким-то грехам. Где мы раньше были, сами себя держали в руках против каких-то грехов, и у нас были конкретные грехи, потом какая-то градация пошла, где-то либеральность, какая-то лояльность, где-то уже мы что-то, да, сейчас много учений там, о сверхблагодати или еще о чем-то. Слушай, сколько бы ни было учений, сколько бы ни было YouTube-проповедников, они за тебя отвечать не будут. Бог дал свое слово. У тебя есть дух, чтобы фильтровать и отцеживать даже проповеди, которые проповедуются здесь. Да, Бог дал тебе критический разум. Не критиканство, а критический разум Он тебе дал. И Он дал тебе мудрость и Духа Святого. Прежде всего, не в том, чтобы, знаешь, отцеживать там или разбираться с соринкой в глазе брата своего или сестры, да. Писание говорит, про бревно не понимаешь, что у тебя самого. Знаешь, что это Бог дал прежде всего для того, чтобы тебе смотреть на Него, чтить Его, держаться Его путей. И ты знаешь,
недавно я был на одной встрече, и это нормально, когда люди обсуждают какие-то правила поведения в каких-то группах. Допустим, как себя вести, как уважать, как не говорить лишних вещей, как проводить какие-то совместные мероприятия, допустим, день рождения или еще что-то. Я старался не как пастор, это была верующая группа, там нашей церкви, да, группа верующих, одно служение, где они обсуждали какие-то правила. Я просто себя сдерживал, чтобы вот, не влазить, что пасторам всегда есть слово. Пастора такие, они за словом в карман не полезут, слово, мнение, взгляд. Я просто себя так старался сдерживать, просто потому что я был там как бы гость. Вот. Но у меня была такая мысль, знаете, на все, что они обсуждали. Опять же говорю, в правилах ничего плохого. Бог дал много правил. И в Новом Завете есть определенные правила. И правила это благословение, это как границы. Не переходи границы, чтобы тебе не было плохо. Вы знаете, некоторым людям нужны явные границы. Им нужен шлагбаум, им нужен пограничник с автоматом. Еще сказать, стой, стой, нельзя, там, стрелять буду. А они все равно куда-то там их там прет или еще что-то. Ну знаешь, иногда человек, он и так понимает. Если он видит, допустим, шлагбаум, то дурак, что ли, похож на него там. Кто-нибудь выйдет потом из-за столба там и скажет, что стреляю, а вдруг не скажет, устал бабахнет, и все, и оно мне это надо. Или, знаете, просто банально, есть пешеходные дорожки, есть автомобильные. Знаете, есть такие верующие, которые говорят, я не поклоняюсь красным светофорам. То есть они ходят, знаете, как бы, да, конечно, христианина не спугаешь небом, только на такому христианину, если он на небо придет, что ему ангел скажет, там, или Бог скажет, или... есть, знаешь, разные христиане. Мы можем ошибаться, мы можем как-то по наитию поступать, где-то, знаешь, но есть вещи, которые уже, прописаны уже, простые и ясные. Писание говорит, будьте святы, не оскорбляйте Сына. И вот чтобы не оскорбить, чтобы, знаете, вот не перейти грань, где я чту Бога, и где я начинаю съезжать, мы должны быть в тонусе. И поэтому у меня была такая фраза, когда вот в этой группе было общение по правилам, знаешь, я просто вывел такую, хотя что вводить-то, все в Библии. Такая формулировка такая простая, да? Поступайте по духу. Иногда нам нужно все-таки, знаешь, для некоторых, которые еще не по духу, еще не возросли, им нужно сказать, тебе нужен испытательный срок, тебе будет нужно время, а ты подожди, а у нас членство, или еще какие-то вещи. Нельзя, до маразма все можно, конечно, довести, да? Но когда человек уже по духу, он если кого обидел, он по духу почувствует, что обидел. Может быть, прям сразу чуть позже он принесет извинения. Он по духу будет говорить, потому что люблю. Он по духу будет приходить на богослужение. Его будет тянуть туда. По духу. Поступайте. Чтить Бога. Вот сегодня простая мысль. В завершении всего, если было в Писании, люди, чтущие Бога, это люди, которые будут поступать по духу. Они потом и усиливаться будут духом, и действовать будут по духу. Вот и все. Простая. Но нам нужно не просто перескочить, люди, чтущие Бога, вот это место Писания, мы уже месяц как-то вот пытаемся немножко там жевать. На самом деле нам нужно это, знаешь, взять как каждодневный, постоянный, не знаю, витамин, осмысление, лозунг, что выразить, знаете, как что-то, что мы не должны оставить. Вот есть, допустим, мне сделали стентирование, мне сказали врачи, до конца там, своих дней тебе нужно определенные таблетки пить. Я Богу доверяю, как бы, и молюсь, и все-таки принимаю что-то. Там уже что-то, часть какая-то уже отошла, слава Богу, не все, как бы, да, там, горстями. Есть какие-то моменты, которые в твоей жизни постоянны. Я сказал, постоянный твой брак, возможно, постоянно дети, которые у тебя не вырастают, но они твои дети. Твоя церковь, если она твоя семья, она будет у тебя постоянно. Даже если ты, знаешь, есть люди, которые из нашей церкви уехали, они все еще в нашей группе. Они уже в другую церковь там ходят. Ты радуешься за них. Но когда видишь их, что они еще в нашей группе, ты радуешься за них. Они все еще с нами. Потому что они весомую часть они провели здесь. Да, это семья. Давай будем семьей с Богом. Чтить Его. Это не что-то, знаешь, там шляпу снял, одел, вышел, и все, и на своих рейсах дальше. Это значит, ты снял уже однажды шляпу, все, ты уже не свой, ты уже без шляпы. Все, теперь ты под Божьей шляпой. Аллилуйя. Чтить Бога, это поступать по духу. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, за то время, в которое мы живем, чтобы нам более и более, Господь, прилагаться, Господь, прилепляться к Тебе. Чтобы в то время, когда многое, Господь, пытается забрать наше внимание, Отец, увести нас от Тебя. Библия говорит даже, что возлюбленные Божьи, Господь, искренне любящие, будут испытаны,
чтобы их сердца были на что-то перенаправлены. Господь, мы просим, сохрани наши сердца, сохрани наше внимание, чтобы мы держались, Господь, того, что дороже гибнущего золота. Это вера в Тебя, Господь, вера Божья, что это не наша вера, наше знание, но это наше хождение с Тобой, Господь. Что, Господь, едем, мы идем, ложимся спать, встаем, общаемся, Господь, что бы мы ни делали, чтобы, Господь, мы знали, Ты рядом, и чтобы мы всегда были готовы, Господь, открыты, быть скорректированы, исправлены, Отец, и снова возвращены, Господь, на Божий путь, чтобы мы не поступали, как прочие народы говорили в Библии, по суетности своего ума, по заботам, но чтобы мы всегда, Господь, обращались, чтобы мы всегда прислушивались, что Бог говорит, и могли следовать за Тобой, могли идти. И также, Господь, что бы мы ни делали, в том числе, Господь, как сейчас мы будем приносить, Господь, наши десятины, наши жертвы, чтобы мы делали это да с послушанием, чтобы мы это делали да с уважением и любезностью, но чтобы мы делали это с жертвенной радостью. Не просто с радостью, а с жертвенной радостью. Делая, потому что, Господь, мы хотим это делать, потому что это угодно Тебе, Господь, и нам это доставляет радость. Спасибо Тебе, наш Господь. И я передам слово коротко Роману. Добро пожаловать. Аллилуйя. И сегодня у нас праздник Десятин. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Десятина-то, да? Десятина – часть чего-либо. Десятина уходит корнями во времена Авраама еще. И Библия говорит, что народ Божий с древних времен соблюдал закон десятины. Каким образом наше желание приносить десятину пожертвования показывает Небесному Отцу нашу благодарность за все Его благословение. Он дал нам возможность выражать свою благодарность Ему через наше благословение. Один из способов благословить Его с радостью – это приносить десятину и пожертвования с радостью. Внося эти пожертвования, мы показываем, что любим Его и хотим быть послушными Его совету. Аминь. На чем базируется приношение десятин? И вот Псалом 23:1 Святого Писания в Библии, да? Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Откуда приходит благословение? Откуда приходит благословение? Второзаконие 8:18. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он заповедовал тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Что нам сказано приносить в Его дворы? Вот сверх десятин, да? И как в Писании написано, Псалом 95:8. Воздайте Господу славу имени Его, несите дар и идите во дворы Его. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9:7. Дар наш должен честно соответствовать тому, что мы получаем. И Второзаконие 16:17. Но каждый с даром в руке своей смотри по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Какое Он дал тебе. И вот действительно радость, да, такая, когда вот получаешь как бы финансы, да, и когда вот, ну, действительно вот хорошие финансы, ну как бы это, и вот с радостью додаешь, потому что действительно, да, ну большая, это, может, конечно, это незначительная, может, часть, она, конечно, кто-то больше приносит, но все равно радуется сердце, когда у тебя хорошая десятина, потому что это вот действительно как бы вот почитание Богу. Аллилуйя. 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 И вот в каждом, как бы, в сегодняшнем дне, да, мы закладываем завтрашний день. И сегодня, принося десятину, мы уже знаем, что наперед, что все остальные финансы, они под Божьей защитой. Аминь.
И Бог дает просто мудрость, как правильно распоряжаться своими финансами. Бог наш есть, был, и Он тот же. Аминь. И послушание, да, это наша защита в Боге. Вот мы послушаемся Богу, это защита наша в Боге. Наш Бог, Он Бог благословения. Аминь. И люди, приносящие десятины пожертвования, получают великие благословения. Они испытывают приятное чувство от того, что помогают созидать Царство Божье на земле. Наши финансы. Пусть даже, может, кажется, незначительными, но они помогают. И вот можем ли мы сегодня, да, назвать какие-то благословения, полученные нами, членами нашей семьи или друзьями, благодаря приношению десятины других пожертвований? Можем же, да? Сколько таких случаев, да? Аллилуйя. Аллилуйя. И Божье Слово, 2 Коринфянам 9:8, Бог же, написано, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аминь. Аллилуйя. У нас есть хорошая традиция, мы благословляем десятины пожертвования, но прежде еще хочу спросить, если есть с нами новые люди, по крайней мере, вот я вижу, что есть мужчина, и у нас всегда есть такой вопрос, каждый человек, который, может быть, не первый раз в нашем собрании приближается к Богу, но и всегда есть такой шанс предложить человеку принять Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Может быть, кто-то вас знакомый, кто-то вам уже свидетельствовал и рассказывал, приглашая сюда. Это не то, чтобы, как сказать, мы навязываем, но мы предлагаем, что каждый может в данный момент, здесь и сегодня, в конце богослужения, доверить свою жизнь Богу и открыть свое сердце, чтобы пригласить Иисуса в свою жизнь как Спасителя. Хотели бы вы сделать это совершается в молитве. Если бы вы хотели помолиться, мы могли помолиться вместе с вами, если вы хотите. Хотели бы вы принять Иисуса, чтобы Он, который уже любит вас и ждал, просто вошел в ваше сердце и помог вам следовать дальше в вашей жизни, во всех ваших жизненных ситуациях. До вашего Бога мы спасибо. Хотели бы? Или еще думаете? Добро пожаловать. Как вас зовут? Николай, меня зовут Вячеслав, я служитель пасторской церкви. И если кто-то еще, но не выйдет, но кому-то нужно просто так же молиться вместе с нами, я поведу вас молиться, просто слова говорите вместе со мной, повторяю, но говорите от своего сердца. Так, чтобы обращаться к Нему, а Он, который слышит ваши слова от сердца, Он коснется его, как коснулся каждого из нас в свой день, и Он будет менять это сердце. Не только один раз, но всю жизнь. И обещание Его, что Его Сын пришел не только, чтобы сделать нашу жизнь лучше здесь, не всегда нас становится здесь лучше, а с Ним это точно, и Он, конечно же, будет нас поддерживать. Но наше основное, то есть Его обещание и наше упование, чтобы в вечности мы не пойдем в ад, мы пойдем на небеса вместе с Ним, мы пойдем к Нему. Поэтому мы сейчас закроем глаза и вместе с вами, чтобы мы не выпустили друг друга, думать о Нем, о Спасителе, который был на кресте 2000 лет назад, но реально живой сегодня. И хочу задать только один вопрос. Верите ли вы, что Иисус, Он сегодня живой, и Он не мертв? Замечательно. Потому что мы верим не в того, который был распят и умер, его закопали, так поступает сегодня с верующими людьми. Он был распят, но на третий день не удержала его пещера, камень был обвален. Да, мы закроем наши глаза и в молитве, повторяя за мной вслух, давайте скажем так. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе
Я прошу Тебя, прости меня, всю мою старую жизнь. Счет, который на ваших экранах. Я также благословляю всех вас, дорогая церковь, чтобы Божий шалом, ваша Божья верность, она является на самом деле. Бог так много сделал чудес, в ограничениях даже. Мы провели свет в офис, мы сейчас его, у всех будет возможность прийти, посетить, увидеть его, как наши драгоценные братья, кто помогает, там укладывают тепло, и у нас будет тепло, и там паркет, и все будет замечательно, и в свое время у нас будет и свое здание. Всему свое время. Мы доверяем Богу в малом, Он проявит больше. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за верность дающих, за верность жертвующих, Господь. Прежде всего, предающих свою жизнь, Господь, с радостью, Господь, и с хвалой, что это не просто, Господь, финансы, Господь, это деньги. Это хвала, Господь, тех, которые решили последовать за Тобой, и они доверяют Тебе все сферы, и финансы в том числе, и они, Господь, увидят плоды жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит тех, кто здесь, в Инстаграме, в Зуме. Давайте поклонимся Ему. Сегодня же у нас еще, получается, День Республики, да, вроде как, или что-то типа того, да, суверенитет. Ну и смотрите, какой дым, да, мы уже сколько дышим этим дымом, уже в горле все дышит невозможно. Просто давайте верой, молитве, вот, благословим в песне. Вот, помните, давно мы не пели эту песню, не брали, Бог благослови Якутию на русском, на якутском, просто это споем, мы выставим благословение на нашу республику, чтобы все эти пожары могли быть потушены Божьей помощью. Господь, благодарим Тебя, благословляем нашу республику, благословляем наш город, благословляем прежде всего людей, живущих здесь, чтобы эта жизнь была, она была достойна, она была хорошая, чтобы каждый человек, Господь, мог жить счастливо, жить полноценной жизнью, чтобы дети были благословлены, родители были благословлены, внуки, бабушки, дедушки, Господь, чтобы работники, которые работают тут, Господь, гости нашей столицы, Господь, все, Господь, живущие здесь, чтобы были благословения. Бог благослови Якутию, Бог благослови Якутию, благослови мне все народы, о Господь, благослови. Бог благослови Якутию, Бог благослови Якутию, благослови мне все народы, о Господь, благослови. Танара Алга Сахасили, Танара Алга Сахасили, Алгамана Бари народ дари, Алгари народ дари, Бусирге. Танара Алга Сахасили, Танара Алга Сахасили, Алгамана Бари народ дари, Алгари народ дари, Бусирге. Алгари народ дари, Бусирге. Алгари народ дари, Бусирге. Спасибо всем, что вы были, да, благословляем нашу республику Якутию. И кто общается, можете, наверное, обниматься, но кто не общается, может, не надо обниматься.